Обстановка с миграцией в регионе остается спокойной. Об этом сегодня на заседании антитеррористической комиссии сообщил министр внутренних дел Виктор Половников. Представители Министерства национальной политики, в свою очередь, рассказали о социально-культурной адаптации мигрантов. Отдельный проект ведомства намерено посвятить их детям, особенно тем, кто не знает русского языка. При общении им в этой части в иносреде у них возникает определенный элемент закрытости, и потом людей вытащить на социализацию очень сложно будет. Поэтому здесь надо и информационно подкрепить эту ситуацию через все имеющиеся каналы. Значит, ну и вас, коллеги, тоже прошу по своим направлениям дать рекомендации министерству. О социально-культурной адаптации мигрантов в главе доложила руководитель Министерства национальной политики Галина Габушева. К своим обязанностям она приступила накануне, но уже успела оперативно изучить ситуацию. К слову, ее возвращение на пост руководителя Минатса сегодня активно комментируют лидеры национально-культурных автономий и общественных движений. Она была министром, прошла все этапы, в принципе, успела поработать сейчас, знаете, что в Ленинградской области, в администрации Ленинградской области, и я думаю, что она дополнительно еще набралась опыта, то, которого здесь не было еще, может быть, и у нее в практике не было. Я думаю, что это будет положительная тенденция, которую теперь она может по отношению применить к Республике Коми. Галина Ивановна действительно это патриот Родины своей малой, не только малой. И то, что она вернулась вот на этот пост министра, нами всеми воспринимается только позитивно и положительно. Я общаюсь постоянно со всеми лидерами национально-культурных автономий и общественных движений. Могу сказать, что мы все только поможем ей в этой работе. Напомним, Елена Ермолина, ранее занимавшая пост министра национальной политики, усилит команду Ухтинской администрации. Она зарекомендовала себя как хороший организатор. В муниципалитете на ее плечи лягут два важных направления работы. Это усиление диалога между субъектами социально-экономической деятельности и выстраивание работы в период президентской кампании.